Ну а сейчас на связи с нашей студией по скайпу выходит руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко. Мы поговорим о ситуации с лесными пожарами и его последствиях. Алексей, добрый день. Слышите ли вы дождь? Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время с нами поговорить. Скажите, какая информация у вас о масштабах проблемы, о том, сколько горит торфяников в Тверской области, поскольку информация об этом приходит крайне противоречивая. То 25 гектаров всего, то 50 гектаров только один пожар, то как будто бы 1000 гектаров. Какие данные у вас есть? Информация действительно противоречивая, и официальная информация в основном совершенно ложная. По нашей оценке сейчас действует, ну, скажем так, с разным статусом около 7 торфяных пожаров в 3 районах Тверской области. Площадь самого крупного по нашей предварительной оценке составляет сейчас, ну, существенно больше 1000, где-то уже под 1500 гектаров. Остальные сравнительно небольшие, но были крупные, были пожары до 500 гектаров, еще один на Оршинском мхе. Его, похоже, удалось потушить, хотя мы еще не успели проверить качество тушения. Оно бывает иногда посредственным. Скажите, пожалуйста, а вот в том, что касается последствий, дело в том, что некоторые наблюдатели, специалисты уже предрекают, что август 2014 станет августом 2010 по смогу, гари в Москве. Вы ожидаете подобных последствий? Ну, скажем так, мы опасаемся подобных последствий. Они очень вероятны сейчас, если погода будет стоять такой, как сейчас. А это, собственно, и прогнозируется. После 2010 года довольно серьезно изменилась ситуация с лесными пожарами, особенно в Подмосковье. Ну, в Подмосковье все-таки вложили такие большие деньги в лесное хозяйство, лесную охрану, что было бы удивительно, если бы не получилось взять пожары под контроль. Поэтому именно в Московской области пока удается тушить и торфяные, и лесные пожары достаточно оперативно. В соседних областях, откуда, собственно, и приходила основная часть дыма в Подмосковье в 2010 году, и в Москву, ну, примерно 2/3 дыма приходило из-за пределов Московской области, по нашей оценке. Ситуация изменилась не сильно, и особенно она плохо изменилась, мало изменилась на бесхозных брошенных торфяниках, за которые не отвечают ни лесные ведомства и фактически никто. Ну вот, например, один из пожаров, ну или как минимум даже 2 пожара в Конаковском районе, которые действуют сейчас, они возникли по имеющейся у нас информации еще в мае месяце от палов сухой травы, но их не признавали, не тушили. Системы выявления на ранних стадиях торфяных пожаров у нас в стране в принципе нет. И в итоге получили чрезвычайную ситуацию, которую имеем сейчас. Скажите, пожалуйста, Алексей, ну вот мы здесь спорим с коллегами в редакции. Часть из них говорит, что уже сейчас чувствует запах гари в Москве. Часть говорит, что не ощущает этого. Есть ли уже на сегодняшний день, по вашим данным, последствия этих пожаров в Москве в виде вот этого запаха и возможного смога? Ну, в Москву гарь приносила один раз 4 дня назад, когда ветер дул в соответствующую сторону. Сейчас ветер дует в сторону от Москвы, то есть от крупнейшего торфяного пожара, который, собственно, и задымил Подмосковье, который действует вблизи поселка Редкино в Тверской области. Сейчас дым идет, ну, уже 2-е сутки в сторону Конакова, в сторону Кимра. Вот там запах сейчас должен ощущаться. Там, более того, шлейф дыма уже хорошо был виден вчера на космических снимках, даже низкого разрешения метеорологических. Когда будет дуть ветер северный, северо-западный, эта гарь может вернуться в Москву. Скажите, Алексей, ну вот вы уже затронули тему противодействия этим пожарам и тем силам, которые на это пускают и в Тверской области, и в Московской области, и средствам, которые на это пускают. Но все же, если оценить действия властей по борьбе с этим сегодня, то какую бы вы поставили оценку, насколько это серьезная и адекватная реакция, или же оценка крайне низкая? Ну, скажем так, они очень сильно, эти действия, различаются по регионам. По Тверской области я бы по старой школьной системе оценок поставил бы твердый кол, единицу. То есть, собственно говоря, то, что мы имеем сейчас ЧС с торфяными пожарами, это в чистом виде, ну, процентов на 99 заслуга Главного управления МЧС по Тверской области. В Подмосковье я бы, скажем так, поставил областным властям
ну, наверное, не 5, но твердую 4 бы за их работу по борьбе с пожарами. Особенно с пожарами на землях лесного фонда, там, пожалуй, можно и 5 поставить. То есть очень сильно ситуация различается по регионам. Ну, а с учетом погодных условий, я бы сказал так, нас больше всего сейчас беспокоит Верхневолжье и регионы, которые идут с запада от Подмосковья, то есть, прежде всего, Смоленская область, Верхневолжье. Это вот те регионы, где мы ожидаем, где мы считаем возможными самые большие проблемы с торфяными пожарами и задымлением. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что по ситуации в Тверской области ставите колы. Это означает, что там не хватает техники, там не хватает людей. И сразу вдогонку второй вопрос. Мы помним, что в 2010 году к борьбе с пожарами, в частности в Подмосковье, были привлечены волонтеры, и многие люди сами выезжали, этим занимались. Есть ли волонтеры сегодня? Много ли их? В Тверской области главным образом не хватает решимости говорить правду. То есть пожары скрываются на ранних стадиях, когда их можно легко потушить. А в случае с торфяным пожаром он развивается медленно, и каждая упущенная неделя она увеличивает трудоемкость тушения пожара. Соответственно, в Тверской области мы видим вообще чрезвычайные масштабы лжи, которые касаются торфяных пожаров. Ну и вот это вот главная недоработка власти. А если нет объективной информации о масштабах тушения пожаров и о типах горящих пожаров, то применяются неадекватные меры, деньги вкладываются не в то. Ну вот, например, сейчас мы видим свежие сообщения МЧС о том, что туда привлекли тяжелые самолеты-танкеры, которые на самом деле на тушение торфяных пожаров абсолютно неэффективны. То есть от них пользы нет вообще никакой. Они могут быть полезны на тушение лесных пожаров, но в Тверской области сейчас проблемы с торфяными, а там эти самолеты бесполезны. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко. На этом у меня пока